Добрый вечер. Прямо сейчас в Совете Федерации проходит очередное заседание. Сенаторам предстоит рассмотреть закон о поправках к федеральному бюджету на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Докладчиком по вопросу выступает первый заместитель председателя правительства, министр финансов России Антон Силуанов. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию из Москвы. Меняют утвержденную нами на трехлетку бюджетную политику, а лишь уточняют отдельные положения законопроекта. А политика, которая была заложена и которая была направлена на увеличение темпов роста экономики, на увеличение роста благосостояния граждан, она реализуется и этими поправками уточняется, и наоборот, те основные параметры политики, которые были заложены, они достигаются в большей степени. Что происходит? Мы видим о том, что снижается инфляция. По сравнению с плановыми назначениями мы планировали на этот год 4%, мы в проекте поправок и в прогнозе учитываем 2,8%. Рост экономики оцениваем в текущем году около 2%, 2,1%. Растет и большими темпами объемы промышленного производства, растут и доходы населения. Только заработные платы в текущем году, рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3%. А в законе и в прогнозе этот показатель составлял около 4%. А за период с начала года реальные заработные платы выросли на 9%. 9%. Это рост над инфляцией. И, безусловно, это связано с тем, что мы выполняем задачи, которые поставлены были президентом по повышению заработных плат, пенсий, пособий, и это уже реализуется в текущем году. Поправки бюджета подготовлены с учетом тех принципов и правил, которые мы с вами утвердили. И дополнительные расходы, которые мы сегодня рассматриваем, определены, исходя из роста доходов, полученных от ненефтегазового сектора, и те экономии, те перераспределения, которые мы предлагаем произвести внутри расходной части бюджета. Только за счет доходов от ненефтегазового сектора и дополнительных ресурсов от приватизации, только эти средства мы можем с вами направить на увеличение расходов в соответствии с нашими принципами и правилами, составляют 62 миллиарда рублей. Остальная сумма – это 177 миллиардов рублей. Это те перераспределения внутри расходной части, которые мы предлагаем осуществить, сконцентрировав ресурсы на наших приоритетах. Итого общий объем бюджетных перераспределений, бюджетных трат, которые предлагается осуществить настоящим законопроектом, составляет 239 миллиардов рублей. Направление, об этом уже Сергей Николаевич доложил. В первую очередь, это вопросы национальной обороны и безопасности, это вопросы поддержки лекарственного обеспечения, вопросы пенсий, в том числе пенсий военнослужащим, это декапитализация банка, который мы специально создали для того, чтобы иметь возможность обслуживать предприятия, попавшие под санкции. Это декапитализация банка, который занимается сельским хозяйством, Россельхозбанк. Это, конечно, и межбюджетные трансферты в соответствии с теми решениями, поручениями, которые у нас были приняты. Здесь и строительство инфраструктуры, такие как объезд Калуги, здесь и поддержка отдельных городов, таких как Севастополь и так далее. Хочу сказать, уважаемые члены Совета Федерации, о том, что значительная часть межбюджетных трансфертов направляется за счет средств резервного фонда. И эти средства значительно превышают те суммы, которые мы сегодня рассматриваем в поправках. Сумма средств из резервного фонда правительства, которую мы направляем на поддержку субъектов, за период с начала года составила 114 миллиардов рублей. 114 миллиардов рублей. На что эти деньги были направлены? Это те ресурсы, которые мы предоставляем субъектам в качестве стимулов, те субъекты, которые обеспечили прирост по налогу на прибыль за период 2017-2016 годов. Это
36,7 миллиарда рублей. Это поддержка регионов на заработную плату, на рост заработной платы, в связи с ростом заработной платы и в связи с установлением новых параметров по минимальному размеру оплаты труда. 36 миллиардов рублей. Это и выполнение поручений президента, связанных с улучшением материально-технической базы детских поликлиник, 10 миллиардов рублей. Это передвижные медицинские комплексы, это и городская среда, это ликвидация свалок. Это все то, что мы с вами намечали, то, что необходимо субъектам Российской Федерации для выполнения своих функций и обязанностей. Несколько слов, уважаемые члены Совета Федерации, о региональных бюджетах. Мы видим, что в текущем году их исполнение идет устойчиво. Рост доходной базы, как собственных доходов, так и всех доходов, составляет 10%. Это дополнительные ресурсы, которые субъекты пользуются на свои приоритеты. 10% это только по своим налоговым и неналоговым доходам составляет 365 миллиардов рублей. Дополнительный ресурс, который они получили за 5 месяцев. И это позволяет исполнять бюджет с профицитом. Профицит выше, чем за прошлый год. Составляет профицит около 720 миллиардов рублей. И что важно, что сокращается количество регионов, сводящих свой финансовый план с дефицитом. Их за 5 месяцев таких регионов 12. В прошлом году за 5 месяцев было 20 регионов. И что важно, что снижается государственный долг, и мы видим, что долг за период с начала года сократился на 147 миллиардов рублей. Такая тенденция, она наметилась еще в прошлом году, и это говорит о том, что мы выбрали правильную политику по отношению к субъектам Российской Федерации. Здесь и настройка межбюджетных отношений, и дает эти параметры улучшения сбалансированности, реструктуризации бюджетных кредитов. В всяком случае, все то, что мы вместе с вами намечали. В заключение хочу сказать, что бюджетная политика у нас направлена, так сказать, на обеспечение, как мы говорили, роста и благосостояния. Она не меняется, поправками улучшается. И основные изменения бюджетной политики мы с вами будем рассматривать. Включите микрофон, пожалуйста. Да, завершайте, Антон Германович. Да, что мы в настоящее время уже готовим основные направления бюджетной политики на предстоящую трехлетку. Там будут основные наши предложения содержаться на предстоящие 3 года. Будем рассматривать их тоже вместе. Спасибо. Спасибо, Антон Германович. Коллеги, традиционная просьба. Короткий вопрос, короткий ответ. Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Антон Германович. Ваше авторитетное заявление, что доходы у нас растут, заработные платы повышаются, но, к сожалению, значительная часть населения это вряд ли поддержит вот такие радужные выводы, да? И вопрос. Не так давно в Государственной Думе вы обещали на заседании, что деньги будут для возврата индексации пенсии работающим пенсионерам. Недавно были приняты поправки в бюджет Российской Федерации. Доходы составили 1,8 триллиона рублей, как вы сказали. Где обещанное? И куда хотите пустить невыплаченный трансфер? Спасибо. Уважаемый Вячеслав Михайлович, уважаемые члены Совета Федерации, действительно, я сказал о том, что доходы населения растут, и это факт. Мы ожидаем более высоких темпов роста реальных доходов населения, чем это было в прогнозе. И я думаю, что здесь, так сказать, мы все это чувствуем и видим. Что касается вопроса о индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы вопрос этот рассматривали некоторое время назад и приняли решение о том, что действительно мы для работающих пенсионеров, у которых идет в целом, у работников идет рост заработных плат, еще раз повторюсь, это 9%, значит, за период с начала года. Мы видим, что, безусловно, те работающие пенсионеры, которые получают заработные платы, имеют более высокие темпы роста платы труда по сравнению с теми, что мы планировали в своих прогнозах. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства.
В целом мы считаем о том, что значит, позиция о том, у нас какая практика сейчас? О том, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий. Но при выходе на пенсию вся та накопленная индексация будет учитываться уже в окончательном расчете пенсионного обеспечения такого пенсионера. Мы считаем, что принятая такая концепция, она значит, имеет место, значит, имеет основание, потому что растут реальные доходы значит, наших работников. Поэтому мы считаем, что в настоящий момент изменение этого подхода нецелесообразно. Спасибо. Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. Большое спасибо. Но не могу не прокомментировать. Я понимаю, что вы считаете, уважаемый Антон Германович, что благосостояние растет. Боюсь, население так не считает. Но я не об этом. Скажите, пожалуйста, я не знаю, слышали ли вы мое выступление на разминке, но целый ряд экспертов говорят о том, что целесообразно все-таки отменить налоговый маневр, обнулить акцизы на топливо в связи с тем, что есть риск подорожания стоимости моторного топлива, банкротство 60% АЗС, которые, соответственно, независимые АЗС, не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании. Какие меры все-таки предполагается сейчас предпринять по линии формирования бюджета, акцизной политики и налогового маневра? Спасибо. Уважаемый член Совета Федерации, предложение по налоговому маневру заключается в том, что мы постепенно в течение 6 лет будем снижать экспортные пошлины и увеличивать внутреннее налогообложение. Связано это с тем, что те ресурсы, которые будут получены, будут возвращаться нефтеперерабатывающим компаниям для цели их модернизации и стимулирования к модернизации. Делается это очень плавно. Снижение экспортных пошлин и увеличение значит, НДПИ с возвратом акцизов на нефть значит, компаниям, которые занимаются нефтепереработкой, будет осуществляться постепенно и не должно привести и не приведет к закрытию заводов, которые занимаются этим бизнесом. Мы видим о том, что акцизы в текущем году, вы подняли этот вопрос, мы значит, снизили и приняли решение до конца текущего года с тем, чтобы дорожные фонды субъектов Российской Федерации не пострадали, передать часть акцизов, которая зачисляется в федеральный бюджет. Такая передача акцизов будет осуществлена, как это было поручено президентом, до 2024 года в полном объеме бюджета субъектов Российской Федерации. Поэтому налоговый маневр в данном случае не повлияет на формирование дорожных фондов субъектов Российской Федерации. Еще раз повторюсь, что задача налогового маневра – это модернизация действующих нефтеперерабатывающих компаний, модернизация, значит, реализация маневра также преследует цель отмена экспортных пошлин и выравнивания значит, условий для экспорта нефти и нефтепродуктов. Потому что в настоящее время, вы знаете, существует дифференциация, разница в экспортных пошлинах между нефтью и нефтепродуктами. Такие решения были приняты. Эти решения направлены были на то, чтобы эта разница в дифференциале экспортных пошлин направлялась на модернизацию компаний. Не все компании, к сожалению, осуществили такую модернизацию. Мы сейчас даем еще срок дополнительный 6 лет для того, чтобы этот процесс был значит, произведен, и мы получим новое качество компаний нефтепереработчиков. Спасибо. Спасибо. Виктор Мельхиорович Крес. Уважаемый Антон Германович, при принятии бюджета на этот год в этом зале мы ставили вопрос о том, чтобы на строительство школ из федерального бюджета было увеличено финансирование. Минфин, и вы нас убедили в том, что не надо ломать предложенную схему, а в течение года по мере исполнения бюджета, если нормально он будет исполняться, мы будем решать этот вопрос.
ничего вот в предлагаемом документе по этой статье нет. Когда будут дополнительные средства на строительство школ, потому что регионы все раскрутили эти программы, и при проведении Дней регионов в Совете Федерации, вот в нашем комитете по науке, образованию и культуре, первый вопрос все ставят именно дополнительные средства на строительство школ. Спасибо. Уважаемый Виктор Мельхиорович, уважаемые члены Совета Федерации, действительно, вопрос школ поднимался в ходе рассмотрения проекта бюджета. Хочу сказать, что мы такую же сумму закладываем и на предстоящую трехлетку. Это 25 миллиардов рублей. Год еще не завершился, и мы готовы вместе с вами рассматривать этот вопрос при поправках в осеннюю сессию. С другой стороны, у нас появился ряд других задач, конечно, которые мы решаем в части поддержки субъектов Российской Федерации. И связаны они в том числе, как мы говорили, с городской средой и с реализацией задач по улучшению состояния детских поликлиник. Здесь и вопросы, дополнительных выделяются ресурсы на медицину, на медицинские учреждения субъектов Российской Федерации. Появились новые задачи, хотя, безусловно, старые цели, которые мы ставили себе в предыдущих законопроектах, в предыдущих решениях, эта школа, эта задача также будет реализовываться. Вот. Посмотрим с вами финансовые возможности по итогам исполнения бюджетов за 9 месяцев и к осенним корректировкам. Давайте вернемся к этому вопросу. Спасибо, Антон Германович. Коллеги, регламент, выделенный на этот вопрос, истек. Нам еще надо проголосовать за закон. Есть предложение прекратить вопросы, выступления, перейти к голосованию по закону. Нет возражений? Антон Германович, спасибо большое за содержательное выступление. Ответы присаживайтесь, пожалуйста. Коллеги, два слова, если позволите. Антон Германович, я разделяю вашу точку зрения, что финансовая ситуация в регионах постепенно улучшается. Это правда. Благодаря усилиям правительства, которые были предприняты в последние годы, и многое реально сделано для снижения задолженности регионов, для стабилизации региональных бюджетов, есть позитивные результаты, и тенденция радует этого года, что на 10% увеличиваются налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов. Но вместе с тем я убедительно прошу вас, Татьяну Геннадьевну, как первого заместителя, не снимать руку, что называется, с пульса, не расслабляться, потому что 10%, понятно, это опять средняя температура по госпиталю, как мы говорим. В одних регионах лучше, а у других похуже, а у третьих как было. Это первое. Поэтому надо внимательно отслеживать и оперативно реагировать. Второе. По поручению президента ведется реструктуризация бюджетной задолженности субъектов. Она идет по-разному. Одни субъекты отказались от нее, другие подписывают соглашения, понимая, что навряд ли они их выполнят. Условия не всех регионы устраивают. Да и, собственно, там, где эта реструктуризация прошла, она очень серьезно поддерживает регионы, но, конечно же, не решает всех задач. Поэтому просьба еще раз проанализировать, как идет этот процесс и как нам ускорить замещение коммерческих кредитов, ценных бумаг на бюджетные кредиты. Иначе ситуация не будет улучшаться. И третье, вы знаете, что во многих регионах средств едва хватает на зарплату, на развитие ничего не остается, на поддержание социальной сферы не остается, на дороге минимальные средства. Поэтому хотелось бы, чтобы вот с этими регионами, к этим регионам, особенно к тем, где наибольшая задолженность, был какой-то индивидуальный подход. И чтобы средства на зарплату с учетом МРОД были гарантированы в каждом региональном бюджете, и даже в повестке дня не появлялась тема трудностей с выплатой заработных плат бюджетника. Этой темы вообще не должно быть. Поэтому просьба уделять этому постоянное внимание.